Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Тойрпиров. В рамках рабочей поездки в Хувалинский район Хатлонской области президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил яблоневые и шиповниковые сады общества с ограниченной ответственностью Оби-Хувалинг. В рамках рабочей поездки в Хувалинский район Хатлонской области президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, посетил яблоневые и шиповниковые сады общества с ограниченной ответственностью Оби-Хувалинг. Было сообщено, что общество в своем распоряжении имеет 16 гектаров садовых и других пассивных земель. На землях хозяйства имеются возможности увеличить площадь виноградников и шиповниковых садов. Земледельцы в интенсивных садах занимаются выращиванием яблонь, вишен, орешников, груш и шиповника. В садах общества в постоянной работе занято 10 человек, а в сезон сбора урожая дополнительно привлекаются еще 30 человек. На предприятии Оби-Хувалинг также производят соки из яблок и шиповника. В ходе ознакомления с состоянием садов глава государства, уважаемый Эмомали Рахмон, дал поручение и напутствие аграриям по расширению площадей интенсивных садов, тем самым увеличивая объемы производства фруктов, обеспечивая внутренние рынки и развивая экспорт продукции. 6 сентября во Дворце нации президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, принял президента Корейского агентства по международному сотрудничеству Джанг Вон Сама. На встрече были обсуждены вопросы сотрудничества Таджикистана с Корейским агентством по международному сотрудничеству. Президент страны, уважаемый Эмомали Рахмон, назвал Республику Корея надежным партнером Таджикистана в Восточной Азии, а Корейского агентства по международному сотрудничеству важным институтом укрепления этого партнерства. Увеличение на 29% объема товарооборота между двумя странами за 7 месяцев текущего года было названо процессом, достойным поддержки. В ходе беседы были обсуждения вопросы различных проектов, в том числе в сферах энергетики, транспорта, промышленности, малого и среднего предпринимательства, цифровизации, государственного управления и человеческого развития. Также состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, таким как подготовка высококвалифицированных кадров, увеличение производства зеленой энергии, развитие зеленой экономики, создание технопарков, внедрение цифровых технологий и расширение электронной торговли. Независимость и свобода стали началом качественно нового исторического этапа. И Таджикистан за 33 года достиг заметных результатов на пути обеспечения политического, социально-экономического и культурного развития страны. Значительные результаты были достигнуты в сферах энергетики, транспорта, коммуникации, промышленности, сельского хозяйства, в отраслях науки, образования, здравоохранения и культуры. За годы своей независимости Таджикистан также добился очень ценных достижений в создании, регулировании, применении и укреплении законов. Только благодаря государственной независимости Таджикистан смог представить себя равноправным субъектом международного права и быть признанным независимым государством на международной арене. Независимость является самым священным и дорогим благом, символом счастья и идентичности нации, патриотической чести и славы, знаком устойчивости и долговечности страны. 9 сентября 1991 года Республика Таджикистан провозгласила государственную независимость. Принятие этого важного исторического решения привело к появлению нового государства под названием Таджикистан на политической карте мира и его признанию в качестве полноправного члена мирового сообщества влиятельными государствами и международными организациями. Фактически этот важнейший документ дал таджикам свободу, дал им возможность восстановить столбы национального государства через 1000 лет. Обретение государственной независимости потребовало от молодого государства создание новой правовой системы, разработки и принятия законов, соответствующих международным стандартам. Как отметил основатель мира и национального единства, лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 9 сентября для древнего, творящего культуру, является самым благополучным и счастливым днем. 9 сентября – знаменательная дата для каждого гражданина, поскольку именно 9 сентября 1991 года на сессии Шурой Оли Верховного Совета было принято постановление о государственной независимости Республики Таджикистан с формулировкой «Республика Таджикистан является
независимым, демократическим и правовым государством. После принятия независимости Республики Таджикистан законодательство очень усовершенствовалось, и принятие и формирование самого правосознания народа с помощью законодательства является на высшем уровне. Мировое сообщество дает высокую оценку политике, которой основывается наш президент, уважаемый Эмомали Рахмон, исходя из того, что политика Республики Таджикистан очень доброжелательная, а также можно сказать то, что все законы, все нормы Конституции, которые закреплено в законодательной базе, основываются на принципе права и свобода человека, являются высшей ценностью. Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, со всех международных трибун выступает с конструктивными предложениями, которые должны объединить мировое сообщество в стремлении решения водных проблем, в числе которых входит и снабжение отдаленных горных селений чистой питьевой водой. При поддержке филиала Исполнительного комитета Международного фонда спасения Арала в Республике Таджикистан с участием местного населения в селении Кахрамон Джамуата-Кузийон Бобы-Джонгафуровского района Сагдийской области была пробурена скважина глубиной 140 метров. Установлены обсадные трубы, трансформатор, электрический щит, домашние и уличные водопроводные колонки, проведена линия водоснабжения на 2000 метров. Теперь у населения есть чистая питьевая вода во дворе и в доме, а также вода для полива приусадебных участков и других сельскохозяйственных угодий. В результате реализации данного проекта 2300 местных жителей и общеобразовательное учреждение на 182 ученика обеспечены чистой питьевой водой. Каждый раз я радуюсь, когда в нашем селении происходит созидательное мероприятие, создаются новые сооружения. Я тоже стараюсь совершать добрые дела. К примеру, те денежные средства, которые я накопил для совершения паломничества в хадж, я расходую на благоустройство родного села, в создание различных объектов, улучшение инфраструктуры. Следует отметить, что президент Республики Таджикистан, лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, со всех международных трибун выступает с конструктивными предложениями, которые должны объединить мировое сообщество в стремлении решения водных проблем, в числе которых входит и снабжение населения, даже в самых отдаленных селениях, чистой питьевой водой. Таким образом, здесь решены проблемы с водоснабжением, что, несомненно, приведет к улучшению комфорта и социально-экономической жизни местного населения, а также уменьшению инфекционных заболеваний. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!